Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 12 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Так, на отношения еще карту, на работу, на финансы и неожиданности этого дня. Поможем себе колодой цыганской. Итак, четверка чаш. Карта, которая выпадает на этот день, говорит о том, чтобы мы не жалели ни себя, ни других. Когда мы впадаем в такое ощущение, да, жалости, мы отдаем свою энергию. Мы можем даже заболеть, мы можем, в общем, как-то в какую-то депрессию даже попасть, да. Ни в коем случае сегодня нельзя жалеть ни себя, никого. Нужно стараться все самое лучшее вокруг себя замечать. Нужно стараться видеть красивое в себе, в окружающих. В общем, стараться замечать только самое лучшее, стараться жить не разумом, а чувствами. И, знаете, вот если даже кто-то жалуется вам, да, нужно уходить от этого общения. Ни в коем случае здесь этого не нужно, этому не нужно поддаваться, потому что вы можете как бы сами пострадать. То есть человек, который жалуется, да, он вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, вместо того, чтобы помогать себе, он забирает вашу энергию, да, и вот просто таким образом ее восполняет. А вы многое можете потерять. Поэтому нужно любыми способами, любыми путями, да, уходить от подобного общения. Ну и себя, конечно же, тоже не нужно жалеть, тут нужно тоже перестраивать себя энергетически. Вообще у нас четверка чаш астрологически связана с Луной в Раке, да, то есть это в основном какие-то домашние дела, это нас расстраивают, да, это какие-то взаимоотношения с близкими людьми, с семьей, с детьми, с мужем, женой и так далее. Это может быть какие-то вопросы, связанные с нуждами каждодневными, да, это, допустим, деньги на еду, на то, что вот самое необходимое и так далее. То есть, в принципе, вот сегодня нельзя поддаваться вот такой меланхолии, не нужно думать о проблемах и, конечно же, переключаться, потому что только это может помочь. Если сегодняшний день правильно прожить, то есть перейти вот именно в ресурсное состояние, то вы можете прям хорошо изменить свою жизнь, вы можете улучшить что-то вот в тех сферах, которые у вас требуют внимания, решения, да, то есть весна у нас изображена на этой карте, то есть вы можете как бы на новый уровень перейти в своей жизни, если вот не будете никого жалеть. Так, что может нам помочь сегодня? Может помочь принцесса чаш, карта, которая говорит о том, что мы должны жить чувствами, не просто эмоциями какими-то быстрыми, которые приходят, может быть, больше от разума, да, от каких-то ситуаций, либо связанных с какими-то людьми, а вот слушать именно себя, свои глубокие какие-то чувства, интуицию, обращать внимание на все красивое. Можно слушать музыку. Это тоже, кстати, очень хорошо поможет вот из этого состояния выйти, но только не такую, которая вас будет расстраивать и настраивать на какой-то плаксивый лад, да, а наоборот, то, что в вашей душе дает возможность как-то перейти на более такой высокий энергетический уровень. Вот тогда это будет хорошо. Ну и также карта говорит о том, что неплохо было бы заняться хобби, может быть, да, в общем, делать то, что вы любите. Окружить себя тем, что вы любите, общаться с теми людьми, с которыми вам хорошо. То есть вот смотрите, здесь вот такое противоречие, да, вы можете сегодня вот таким образом прожить, а можете вот таким. Выбор за вами. Что будет мешать? Тройка жезлов. Тройка жезлов – это карта уже каких-то свершившихся фактов, да, то есть вы что-то делали в прошлом, и вот сейчас появляется результат. И вы можете из-за этого как-то огорчаться. Но, опять же, карты говорят о том, что нужно меняться, нужно настраиваться на новое, не нужно поддаваться тому, что происходит. Вообще у нас тройка жезлов, карта довольно-таки позитивная, да,
И может быть здесь еще такой вариант. Может быть, вы чего-то достигли уже, да, и дальше двигаться не хотите. Это тоже как бы вредит сегодня, да. Тройка жезлов – это солнце в Овне. То есть не нужно стараться решить сразу какие-то вот, допустим, вы недавно что-то начали, да, и сразу хотите результат получить. То есть не нужно рассчитывать на быстрый результат, не нужно делать что-то как можно быстрее, лишь бы только вот закончить поскорее, да, то есть нужно, чтобы все было с чувством, с толком, с расстановкой. И плюс еще не забывать радоваться жизни при этом. Отношения, пятерка пентаклей. Пятерка пентаклей для отношений говорит о том, что сегодня нужно обратить внимание не на ваши материальные какие-то условия жизни, а именно на душу, да, на душевное ваше состояние. Очень часто вот эту карту связывают с музыкой. Кстати, вот здесь вот у нас к искусству призывает карта, да, и вот эта карта вот в отношениях очень важна. Вот, допустим, вы не можете помириться со своим партнером, или не можете с ним договориться, или у вас какая-то обида, вот видите, здесь молния, да, то есть, может быть, была какая-то ссора, скандал, непонимание, и вы чувствуете себя одиноким, покинутым и так далее. Вот в таком случае очень хорошо помогает музыка, особенно классическая. Вот по пятерке пентаклей мы должны прожить вот это состояние, да, мы должны его ну, как-то переварить, скажем так, да, потому что у нас часто пентакли, они связаны с пищей, с едой, то есть получается слишком много впечатлений, которые нас расстраивают, которые нам надо переварить, усвоить, то есть не отгонять их от себя, да, а вот сделать так, чтобы они перестали на нас негативно влиять. И вот здесь вот тоже вот музыка очень хорошо может помогать, ну, либо просто та, которая вам нравится, для того, чтобы вот эти чувства именно в музыке прожить, понимаете, чтобы они не копились у вас и не вызывали новые какие-то проблемы во взаимоотношениях, потому что вы, когда накопите эти эмоции отрицательные, да, появляется ваш обидчик, и вы тут на него все выбрасываете, выплескиваете. А так вот с помощью музыки вы можете вполне здесь какую-то часть хотя бы переварить вот этих эмоций. Для тех, кто в поиске партнера, шестерка червовая. Но знаете, карта говорит о том, что вы слишком, ну, как бы идеализируете вот этого человека, которого вы хотите встретить. То есть таких не существует на самом деле. И, возможно, нужно просто верить себе, верить своим ощущениям, да. Вот вам душа подскажет, ваш человек это или нет. Не нужно заранее себе создавать здесь какой-то образ определенный, да. Может быть, это вас как раз ограничивает, не дает вам приблизиться к этому человеку. Но, кстати, вот эта карта говорит о том, что если вы этот идеал свой поменяете, то вполне возможно в ближайшее время уже встреча произойдет. Для тех, кто в паре, шестерка бубновая. Но здесь вот смотрите, несмотря на то, что здесь сложная карта, кризисная, да, все-таки у вас здесь решение вот этих всех ваших проблем и вопросов. То есть будет, конечно, будут ситуации складываться так, что все, что было как бы негативное, оно все превратится в хорошее. Шестерка бубновая карта, которая вообще улучшает любой абсолютно расклад. Это карта удачи, везения, когда вот все наши сложности решаются, ну, как бы счастливо, да. Теперь посмотрим, что у тех, кто в ссоре. Семерка червовая. Здесь у вас либо может, знаете, ваша ссора еще больше разрастись, углубиться, да, либо вы можете, наоборот, закончить ссору. Ваши отношения могут перейти на новый уровень. То есть такой кризисный какой-то период. Следите за тем, что вы говорите, потому что карта Пентакли, да, а Пентакли у нас это что-то такое основательное, да, то есть не нужно спешить, не разобравшись, что-то говорить. Не нужно спешить, может быть, даже мириться. Может быть, нужно сначала разобраться с какой-то ситуацией, принять какие-то эмоции, обиды переварить и так далее. Потом уже только общаться. Если, допустим, с этим же багажом, какой есть сейчас, начать мириться, ничего не изменится, только усугубится ситуация. Для работы выпадает десятка чаш. Эта карта больше семейная, она больше подходит, конечно, для отдыха.
для отпуска. Но если вы все-таки работаете по этой карте, то у вас здесь очень комфортное общение в коллективе, взаимопомощь. Вот вы как семья, да, коллектив. А может быть, даже действительно у кого-то будет какой-то праздник на работе, корпоратив, может быть, у кого-то день рождения, да, и вот вас это соберет в один кружок. Для тех, кто в поиске работы, вот, кстати, может быть вполне появится какая-то новая возможность, но, скорее всего, неожиданная. Вернее, скорее всего, вот то, на что вы рассчитывали, оно закончится, закроется, наоборот, возможность, да, откроется что-то новое, совершенно, может быть, то, что вы не ждали. Для тех, кто работает уже восьмерка, трифовая, говорит о том, что вам нужно менять стиль работы или менять стиль общения в коллективе или стиль общения с руководством, потому что вот так, как вы привыкли раньше, да, это вот как-то вам вредит. И еще, может быть, нужно поменять какие-то планы, связанные с вашими финансами. Может быть, у вас, допустим, было желание повышения, да, повышения в должности, повышения в оплате, или, допустим, еще какие-то моменты, которые вот вас продвигают, да, вот пока что не нужно на это рассчитывать, пока что нужно переждать, да, не время немножко. Так, теперь для тех, у кого свое дело, валет трифовый говорит о том, что у вас может быть какой-то спор либо с клиентом, либо с людьми, с которыми вы работаете. Может быть, если это положительная сторона карты, да, то здесь просто очень много дел, очень много активности, очень много, может быть, беготни, может быть, даже кто-то будет постоянно в разъездах. Также вот еще, знаете, день сегодня такой, что не похожий на другие дни. Допустим, если раньше было мало клиентов, то теперь будет очень много. Вы даже, вот, может быть, еле-еле будете справляться, да. В общем, что-то здесь не похожее на другие дни. В денежках у нас выпадает колесница. Обычно по этой карте деньги приходят в ближайшее время. То есть не сегодня, да, а в ближайшее время. И так как это карта старшего аркана, значит, что-то у вас с деньгами важное может происходить. Для тех, кто на зарплате, скорее всего, вот будет зарплата, да, то есть это как завершение периода, когда вот начальство там расплачивается, да, руководство расплачивается со своими работниками. Для тех, у кого свое дело, девятка червовая говорит о том, что у вас, возможно, либо новые клиенты, либо новый источник дохода, может быть, что-то в деле в своем вы меняли, да, вот, и поэтому деньги вот они как бы приходят, но, возможно, не сегодня, да. Так, а может быть, кстати, вот по этой карте очень часто приходят деньги от партнеров, допустим, от мужа, жены и так далее, то есть от семьи могут приходить деньги. А теперь, что будет неожиданного в этом дне? Выпадает туз жезлов. Неожиданно у вас появится желание что-то в своей жизни поменять, появятся силы, появятся цели какие-то, может быть, кто-то влюбится, да, может быть, кто-то встретит своего человека. Ну, в общем, появится такое огромное желание двигаться вперед, развиваться, начинать какие-то новые проекты. В общем, карта такая, вот посмотрите, она с картой дня в совершенном противоречии, то есть вы можете, это же шанс, да, вы можете преодолеть вот это свое настроение и благодаря этому преодолению выйти на совершенно новый уровень, получить какие-то шансы, обещания от жизни. Причем туз жезлов – это карта очень сильная, очень энергичная, вас будет просто вот как поток нести. Настолько будет сильно ваше желание что-то поменять, что-то начать, что-то улучшить. Причем это будет в состоянии такого оптимизма, радости и так далее. Чем закончится день? Опять же, туз червовый. Карта говорит о том, что день принесет удовлетворение, будет очень много сделано, очень много решено. Эта карта также каких-то важных
в общем, реализации каких-то важных планов, сделок, достижений. То есть, по сути, вы будете очень довольны этим днем, тем, что вы предприняли, тем, что вы сделали. Но, опять же, это вот будете довольны только тем, в чем вы активно участвовали, во что активно вмешивались. Друзья, всем желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.